18 декабря 2017 года в рамках проекта Европейского Союза «Развитие механизмов финансирования безопасности школьной образовательной среды в Кыргызской Республике», реализуемого фондом имени Конрада Аденауэра и экологическим движением «Биом» при финансовой поддержке Европейского Союза, состоялся пресс-тур по Чуйской и Иссык-Кульским областям с участием экспертов Министерства образования, Министерства здравоохранения и представителей СМИ. Сегодня мы едем в пресс-тур, который посвящен вопросам безопасной образовательной среды. Мы посетим несколько школ и один детский сад. Посмотрим позитивные примеры и поговорим о проблемах, которые стоят перед школами. Первым объектом в рамках этого пресс-тура стала Новопокровская школа-лицей номер 2. По статистике 50% наших выпускников они имеют на выходе из школы проблемы со здоровьем. Поэтому стандарты безопасности – это крайне важный для нас вопрос. Это вопросы освещения, это вопросы тепла в нашей школе. То есть вот достаточно такие серьезные вопросы, где мы должны выставить какие-то свои стандарты. В этой школе новые стандарты энергоэффективности успешно реализуются благодаря экологическому движению «Биом». В школе мы установили энергосберегающие окна. Это не просто окна, это особый стеклопакет из двух стекол. Одно стекло с напылением микрочастиц серебра, которые отталкивают тепло обратно в помещение. И если, например, зажечь зажигалку, мы можем увидеть два пламени. Это говорит о том, что два стекла. Одно пламя у нас желтое, а другое пламя розоватое. Вот как раз-таки розоватое пламя говорит о том, что одно стекло у нас с особым напылением. По рекомендации экологов «Биом» школа была оборудована тепловым коллектором и солнечными батареями. Греется вода для того, чтобы использовать для мытья посуды в основном. Ну и вообще греется вода, и теплой водой мы пользуемся. Это, конечно же, способствует тому, что экономится электроэнергия за счет солнечных батарей. Скажите, сколько вот у вас экономия, какая приблизительно? Вы могли посчитать? Ну, конечно, это в общем, но мы попытались посчитать, где-то в месяц на 500-600 сомов дешевле получается у нас. Еще одним объектом этого пресс-тура стала Челпанатинская школа-лицей имени Абдуразакова. С апреля месяца у нас в школе в начальных классах питаются горячее питание. На горячее питание самое многое вклад включили у нас мэрия города Чолпанаты. На 1 миллион 200 сомов сделали капитальный ремонт полностью у нас. И плюс, кроме этого, на 250 тысяч сомов полностью помогли оборудовать нашу столовую. Важнейший компонент проекта – организация во всех школах Кыргызстана здоровой образовательной среды. Для хранения сыпучих продуктов она как должна храниться? То есть она должна храниться в посуде с крышкой, с маркировкой, в стеллажах, отступ от стены определенных нормативов. Во всех пищеблоках должна предусматриваться трехгнездочные и двухгнездочные ванны. Трехгнездочные – это предназначено для столовой, это кухонные посуды, то есть тарелки, ложки, вилки, да? А два она предназначена для стаканов, бокалов, то есть для чая и компота. И, соответственно, централизованным водоснабжением горячим и холодным. Организовать горячее школьное питание удалось во многом благодаря поддержке местного самоуправления. Сейчас с местного бюджета мы выделяем 5 сомов, а родители 2 сома. На следующий год, 2018 год, мы планируем эту сумму увеличить до 15 сомов. Тогда примерно где-то в неделю 2 раза будет мясное питание. Но уже сегодня такое питание можно организовать при небольшой финансовой помощи родителей, как это сделано в Орловской средней школе номер 1. У нас 4 раза в неделю горячие блюда. И вот сегодня на понедельник это лагман, здесь вы видите, да? Салат. Салат 3 раза в неделю дается. Мандарины добавили, компот и чай. Компот 4 раза в неделю, чай 1 раз в неделю дается у нас. То есть меню очень-очень разнообразное. Стоимость 7 сом. Минфин, как обычно, по всем школам выделяет. 2 сома мэрия нам добавляет. И 5 сом добавляют родители. Из этих 5 сом 1 сом идет оплату кухработнику и 4 сома на питание. То есть в итоге 13 сом на питание идет. Вот горячее питание у нас такое. Сегодня проект горячего школьного питания успешно внедряется по всему Кыргызстану. 1126 школ, которые охвачены горячим питанием. Сегодня продолжается проект
горячего питания. При поддержке здесь включены и Минздрав, и местные самоуправления, оказывается, действия. То есть тот процесс, который должен был быть и раньше. Мы говорим, здоровые дети – это здоровая нация. Проблема обеспечения школьников чистой питьевой водой решена в Орловке с помощью многоуровневых фильтров очистки. Из этого крана набирают воду, забирают в кабинеты, и каждый ребенок, то есть он не бежит и не пьет из-под крана, а из чистой воды, которая находится в классе. Особое внимание в Орловской школе уделяется чистому воздуху. Более 30% школьных коридоров заполнены растениями и цветами, что создает благоприятный микроклимат для учащихся. Цветет на солнечной стороне только. Она прекрасно цветет круглый год. Если у него тепло и вода, он цветет, бывает сбросит все листочки, будет весь цвета. Внедрение в пилотных школах современных стандартов безопасности образовательной среды, таких как энергоэффективность, экологическое озеленение, горячее питание, санитария и гигиена, дает высокие результаты. Общая же цель проекта – повысить безопасность образовательной среды во всех школах Кыргызстана. Ну вот и подошел к концу сегодняшний наш пресс-тур. Мы посетили несколько школ и детских садов Чуйской и Сыкульской областей Кыргызской республики. Мы увидели позитивные примеры, а также увидели сложности, с которыми сталкивается администрация школ. Мы уверены, что та дискуссия, которая начинается сегодня, даст возможность сделать образовательную среду более безопасной.